Надежда, здравствуйте. Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит уже в 4-й раз в республиканском формате. Какую за эти годы палитру возможностей для творческой реализации дает он школьникам? В этом году в 4-й раз в республиканском формате. Вы абсолютно правы. Но до этого еще более 10 лет этот конкурс существовал как фестиваль художественного чтения. И за эти годы мы обрели очень большую аудиторию участников, очень большую аудиторию любителей. В этом году в конкурсе приняло участие более 15 тысяч ребят, то есть читали практически в каждой школе нашей страны. Читали дети, младшеклассники, старшеклассники. То есть это такой, наверное, большой республиканский форум, праздник слова. Ну и, соответственно, конечно же, конкурс. Он позволяет формировать любовь к чтению, любовь к нашей родной белорусской литературе. Может быть, развивает эмоциональный интеллект, кругозор детей. С каждым годом больше интереса. Ребята стараются использовать музыкальный материал, помогают себе при помощи костюма. Это превращается, скажем, даже, я могу сказать, не только в чтение, а, наверное, такой детский театр белорусской литературы. Конкурс проходит в 4 возрастных номинациях. И самая младшая из них – это школьники 1-4 классов. Скажите, а насколько осознанно либо самостоятельно они подбирают репертуар? У каждого участника нашего конкурса, конечно же, есть педагог, человек, который готовит его, так как чтецкое, ораторское такое, скажем, искусство, оно достаточно сложное, и выбор репертуара — это основополагающее название «Живая классика», правильно? Ребенок потом с этим материалом работает в течение года, потому что конкурс проходит в несколько этапов. Конечно, основываясь на вкусах и интересах ребенка, педагог помогает отобрать подходящий ему материал. А каких авторов, какие жанры чаще всего используются? Нам знакомые, любимые, такие как Ян Купала, Якуб Колос, Кулешов, Василий Быков, Бедуля, Короткевич, Богданович. Но также ребята обращаются к современной белорусской литературе. И нужно отметить, что они пишут на белорусском языке и представляют свои произведения. И это достойные произведения. С этими произведениями ребята выходят в финал. А жанр, это поэзия, проза, басня. Как вы уже отметили, конкурс проходит в 4 возрастных категориях. Может быть, правильнее было бы определять победителя в жанрах? Все-таки ребенок 1-4 классов и ребенок старших классов, у них очень большое различие психофизическое, эмоциональное, другой жизненный опыт. И маленький ребенок и старшеклассник, то есть 6 и 17 лет, к примеру, они не могут прочитать одинаково в определенном жанре. Все-таки дети могут сражаться только с себе, так сказать, равными в возрасте. Хотя мы рассматривали вопрос деления по жанрам, оргкомитет тоже думал над этим, но все-таки, основываясь на рекомендации театральных педагогов по сценической речи, мы выбрали такую форму. Какая тематика произведений преобладает на конкурсе в этом году? Ежегодно ребята обращаются к теме Великой Отечественной войны. В этом году, конечно же, в год Великой Победы, к 75-летию, достаточно много литературного материала было посвящено этой теме. Конечно же, тема малой Родины. Конечно же, тема вообще Родины. Ведь так много наши белорусские писатели пишут на эту тему. Конечно же, дети читают юмористические произведения, сатирические темы. Конечно же, читают про детство, читают про жизнь, читают про душу. В этом году было произведение, посвящено душе. Мне кажется, что каждый ребенок и каждый его педагог обращается к теме наиболее близкой ему по духу, по смыслу, по внутреннему состоянию. Насколько обстоятельства этого года повлияли на формат конкурса? Мы в этом году впервые провели полуфинал в режиме онлайн. Так сказать, нам ребята предоставляли видеоматериал, и жюри работало тоже, так сказать, удаленно. Опыт интересный и, возможно, позволяющий и наталкивающий на какую-то будущие идеи, может быть, расширить границы конкурса. Вдруг он когда-нибудь станет у нас международным конкурсом. Мне кажется, ребята все справились, все видео были успешными, ребята замечательные.
прекрасными, произведения чудесными. Мне кажется, что в формате онлайн тоже состоялось все на очень высоком уровне. Надежда, напомните, пожалуйста, нашим зрителям, когда состоится финал конкурса. Финал конкурса состоится в конце августа в городе Минске. Мы встретим 15 победителей и призеров нашего полуфинала. Они будут сражаться в финале. Надежда, спасибо, и с интересом ждем финала конкурса «Живая классика».